том, что случилось в Астраханском цирке 10 лет назад, вспоминает до сих пор. В выходной день шло обычное представление. Дрессированные медведи были гвоздем программы. В первых рядах дети, которые пришли с родителями, и дети из городского интерната, инвалиды, которых привезли организованно. Ничто не предвещало беды. И вдруг все произошло неожиданно. Никто не ожидал, что медведь может броситься на человека. Но это случилось. На ведущей было буа, завернуто и свисало до самого низа. Как только включили фонограмму, открывается занавес, появляется два здоровенных медведя. Сквозняком срабатывает буа, и медведь лапой сбивает инспектора манежа на пол, садится на нее, и происходит трагедия. Непредсказуемая трагедия, страшная трагедия. Идут секунды, считанные секунды. Здесь находились дети с костылями. Эти костыли ассистенты хватают, бьют по медведю. Медведь понять ничего не может, что происходит. Второй медведь стоит вот здесь. Паника в зрительном зале. Зрители стали покидать зрительный зал. Часть зрителей подкрывают и смотрят. Тишина полная, фонограмма выключена. Кто-то в один проход, второй. Появляется человек, стреляет, делает 2 выстрела. Этим человеком был генерал Мурат Зязиков, который в то время работал в Астрахани. Впрочем, о том, что произошло на арене потом, речь впереди. Заметим лишь, что будущий глава республики был единственным из всех, кто взял на себя главную роль в финале разыгравшейся драмы. И эта роль потребовала от него профессионализма, мужества, молниеносной реакции. Когда в цирке сложилась тяжелая ситуация, многие другие мужчины, они растерялись, даже в форме, даже с табельным оружием. А Мурат Зязиков, он не растерялся, он быстро сообразил, что нужно делать, принял решение, пересек барьер и расстрелял медведя, тем самым спас женщину. Если бы не Мурат Зязиков, который оказался рядом, этой женщины просто бы не стало. Вот это показывает его с другой стороны, как мужественного человека. С одной стороны, он такой добрый, хлебосольный, с другой стороны, очень мужественный, который быстро может принять решение. Так получалось с самого детства. Он оказывался рядом с теми, кому была нужна его помощь. Качество настоящего мужчины Зязиков проявлял не раз, за что и был награжден 2 орденами мужества. Но дорогого стоило, когда собственный сын назвал отца героем после того случая в Астраханском цирке, с которого мы начали этот фильм. Завершим незаконченный рассказ. Что же тогда произошло? Был выходной день, и сыновья меня просто попросили, мы с семьей, с супругой, мы пошли в цирк. И как раз представление было с медведями, и, вышло 2 медведя, и когда выходил второй, он обратил внимание на дрессировщицу, она, оказывается, как потом выяснилось, стояла у выхода, и на ней было какое-то особое одеяние, перья, в общем, разукрашена она была, какая-то такая экзотическая, наверное, форма. Открывается занавес, и появляются животные. 2 здоровых животных. Проход узенький, на ней буа. И в этот момент сквозняком поднимается буа, и доли секунды медведь лапой валит ее на пол, вот на это место, и садится на нее. А рядом как раз сидели дети с Астраханского детского дома. И, конечно, была ситуация экстремальная. И ничего не могут сделать ни дрессировщики, ни ассистенты, ничего. Считанные секунды. И в этот момент появляется из зрительного зала с 1-го сектора человек. Очень быстро, молниеносно. Увидев эту ситуацию, перескочил через этот барьер. На ходу успел, патрон в патронник. А был такой период у нас, что всем было указание такое, оружие носить при себе. Произвел несколько выстрелов, может быть, не так, как Дубровский, в ухо, но в эти секунды медведь отпускает артистку. Мы таким образом сумели этого медведя оттянуть. Все кругом бегали, открыть эти двери, выпустить этих детей, потому что и не знали, как второй медведь поведет себя в этой ситуации. Я спокойно взял детей, взял семью, точнее, и вышел, и ушел. Прошел год, человек жив, и вдруг я узнаю, что рядом с нами оказался человек скромный, смелый, уверенный. Это генерал Мурат Зязиков.
Когда мы вышли с цирка, один из сыновей говорит: вот, пап, ты поступил как настоящий мужчина, как герой настоящий. А я об этом не думал. Я вспомнил, что это штабельное оружие, что за него, наверное, надо будет отвечать. Я потом подумал, как же я буду за патроны отвечать потом. Ну, в смысле, отчитываться за патроны. У этой истории счастливый конец. И женщина, и дети были спасены. Говорят, что медведь снова появился в жизни президента Ингушетии не случайно. Только теперь в виде символа Единой России. Партии, которую Зязиков возглавил в своей республике и которая показала в Ингушетии один из самых высоких результатов на прошедших выборах. Но это уже другая история.